Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей. Выплаты положены всем российским семьям с детьми в возрасте до 8 лет. Такие семьи получат 5000 рублей на каждого ребенка. Согласно документу, единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки. По предварительным подсчетам, эти выплаты обойдутся примерно в 73,5 миллиарда рублей. Как сообщила пресс-служба Минфина, деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Отмечается, что выплаты получат родители 14 миллионов 700 тысяч детей, и эти выплаты должны быть осуществлены до Нового года. Из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, эпидемиологическая обстановка соответствует всем критериям только в 3, сообщил Роспотребнадзор. Это Сейшелы, Танзания и Эфиопия. Там ситуация с распространением вируса удовлетворяет всем 3 критериям. Еще в 4 странах – Египте, Кубе, Мальдивах и Киргизии – она удовлетворяет 2 критериям из 3. И 1 критерию из 3 эпидемиологическая обстановка соответствует в 5 странах. Это Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Сербия, Япония и Великобритания. В 4 странах ситуация с распространением вируса не соответствует ни одному из критериев ведомства – Швейцария, Турция, Белоруссия и Казахстан. Для того, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в определенной стране, Роспотребнадзор оценивает показатели заболеваемости за последние 2 недели, среднесуточные темпы прироста и объемы тестирования. Коэффициент распространения должен составлять меньше единицы. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в большинстве стран, включая европейские, ситуация с COVID-19 остается сложной. Тем временем программа кэшбэка на внутренний туризм будет продлена в следующем году. На возврат россиянам кэшбэка за приобретение туров в России в этом году было выделено 15 миллиардов рублей, однако потрачено на программу было только 1 миллиард 200 миллионов. При этом программа была сверхэффективна. На 70% всех продаж туроператоров, агентств и гостиниц во время проведения акций был возвращен в кэшбэк, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Однако стартовала акция по возврату средств за поездки по стране в разгар пандемии, когда регионы усиляли карантинные меры. Президент России Владимир Путин пообещал продлить программу туристического кэшбэка и перенести неосвоенные в этом году средства на следующий год. Участники туристического рынка считают, что это поможет поддержать отрасль, но говорят, что нужны дополнительные меры, чтобы сфера гостеприимства могла пережить пандемию. Правительство России утвердило сроки внедрения цифровой маркировки молочной продукции. Маркировка начнется с 1 июня 2021 года. Первыми будут маркировать сыр и мороженое. С 1 сентября 2021 года начнут маркировать молочную продукцию с длительным сроком хранения от 40 дней, а продукции со сроком хранения до 40 суток с 1 декабря 2021 года. Однако не будут подлежать маркировке молочные продукты, которые упакованы непромышленным способом в организациях розничной торговли, а также массой менее 30 грамм, детское питание для детей до 3 лет, а также специализированное диетическое, лечебное и профилактическое питание. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный знак и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. В 2024 году система маркировки должна заработать в полную силу. Российские работодатели обязаны проиндексировать зарплаты работников с нового года. Отказ от перерасчета считается нарушением трудового законодательства. Увеличение с 1 января 2021 года минимального размера оплаты труда не стоит понимать как индексацию. Перерасчет заработной платы работникам предприятия должен происходить вне зависимости от повышения минимального размера оплаты труда, сообщил замглавы Роструда Иван Шкловец. Индексация должна быть направлена на уровень роста потребительских цен в соответствии с данными Росстата. В том случае, если компания находится в сложном финансовом положении и зарплата штата была проиндексирована на показатель меньше, чем инфляция, то трудовой инспектор учтет эти данные при проведении проверки. Роструд напомнил, что затруднительное финансовое положение не является поводом для отказа от перерасчета зарплат.